Доброе утро, мир. Доброе утро, Дагестан. Я вам показываю, где мы сегодня ночевали. Прикиньте, как красиво. Как красиво. А там вон, из Казани люди. Вот в таком вот месте. Здесь у нас родничок. Здесь вот мы набрали воду. Ехали очень-очень много километров. 3000 почти километров. Нигде воду не встречали. А здесь есть такая чистая, хорошая, свежая водичка. Собираемся сегодня. Сейчас уже в горы. Это мы в Пригорье были. Оказывается, Сулакский каньон весь. Сейчас собираемся в древнюю деревню Гамсутель. Идем с Сережей фоткать каньон. Тем временем проходим вот такие вот места. Пешком идем, главное, почему-то. Это нельзя не запечатлеть. Это очень красиво. Сулакское водохранилище. Ехали мы в сторону Гамсутеля. Гамсутель – это горный аул, одно из древнейших и распиаренных поселений Дагестана. Часто останавливались, чтобы полюбоваться величественной красотой здешних мест, дышали насыщенным горным воздухом, от которого кружилась голова. А в одном месте даже купили крепкого, бодрящего, горного, вкусного кофе. Что вы тут делаете? Кофе с мофом. Кофе? Вот, пожалуйста, вам. Кофе в горах. Я тебе двойной сделаю, ладно, Америка? Ладно. Вау! Там туннель такой. О, дорога. Это мы туда поедем, да? И вон те снежные горы. У нас воняют колодки. Зато какой вид. Такая тут крепость есть. Крепость Шамиля, походу, делать. И мама. И мама Шамиля. Короче, поднялись мы на крепость. Поднимаемся. Күргән бөтен матурлыкны истә калдырып, күзәнәкләргә сеңдереп булса иде. Мин аны сулап, тоеп, кичереп, вакытны туктаткандай булдым. Уйлар, хәтта буыннарда кан агышы үзгәрде күк. Дагестан таулары арасында 4 көн булды. Шикелле. Монысы мөһим түгел иде. Һәр яңа борылыш, яңа ачышлар. Камиллек, мугъҗиза. Такая вот красота. Неимоверная просто. И народу. Там вот, где мы останавливались, вообще не было туристов, а здесь вон сколько. Потому что такое туристическое место.
Там деревня, и там читает намаз. Прям до сюда слышно. В Дагестане так много природных достопримечательностей, что пока едешь к одному, можно заскочить еще в 10. Мы нашли на карте несколько водопадов и свернули к ним. Мы с Сережей находимся на водопаде, на водопадах. И тут ты чем прячешься? От камер. Вот так вот. Водопад Табот. Тут такое ущелье. И какая красота. Там дальше вон горы. Ну-ка, вот с этой стороны ставь. Вот такая вот высота. Это все тот же водопад Тобот. Тут прыгают люди. Нам видно, нет? Где она там? Короче, я не вижу камеру, но она где-то там болтается. И каньон здесь вот такой. Офигенный. И дальше вот тут вот горы. Горные пики. Вот для того, чтобы вы понимали, насколько тут масштаб, вот это вот домики. Это вот все домики. Какие они маленькие. Вот это вот тоже домик. Оп. Вот еще один водопад. Тут их несколько. В общем, нагулялись, насмотрелись и нафоткались мы вдоволь. Попили чай и погнали дальше искать матласские каменные чаши. Короче, у нас Maps.me, супер-мега, вообще Maps.me. Умеет нам дороги выбирать. И мы ездим по таким вот поселениям. Что-то это... И по таким вот дорогам. Прям на подножке лежит снег. Вот он снег. Вот он. Вот эта штука называется каменные ванны. Что это, какое-то место? О, так это поди каменная чаша есть, а? Нам никуда не надо ездить. Обалдеть. О, блин, прикольно. Мы, короче, спускаемся. До сих пор не можем до конца спуститься. Прикиньте, какие лесенки прикольные. Натуральные. Такие природные. Он сразу же спустился, похоже. О, вот это красота. Ой.
Я не знаю, как описать вообще это величие. Смотрите, какие дома маленькие вдалеке, расположенные, как в чаше. Как красиво. Прибыли мы на водопад. Где-то солнышко исчезло. Надеюсь, ненадолго. Это водопад. Покажу сейчас. Вот там он. Так, где? Вот тут вот идут люди. Вот они. Это мы тоже тут шли. Вот так, тык-тык-тык-тык. Вот так, вот так. Шли. И вот так вот под водопадом здесь прошли. Вот так вот. Здесь построили такие домики. Вот, с видом на ущелье. Вот они. Они, скорее всего, сдаются. Облагораживают все. Готовят к сезону. Теперь мы спускаемся к каменным чашам. Вон там Сережа уже. Высота у которых составляет 30 метров. С такими красивыми местами. Там можно уходить туда. Капец, высокий. Можно уходить туда. Можно туда. Такая большая штука. Вон люди какие маленькие там. Смотрите, по каким путям нам приходится идти. Ох. Потому что тут всегда сыро. И никогда не бывает дождя. Похоже, не знаю, это моя гипотеза. Такая вот гипотеза. Сова гудит. Давай, давай, перелазь. Да, вверх попозже буду это. Иди. Стоит красавица. Вот это такая вот высота. Камни нависают, падают. Где там у меня солнышко спряталось? Стоит, ждет. Ладно, пойду за ней. Раньше их не было. Мы просто были по уши во всем. Тут местные записывают. Темные такие экраны. Понял. Блин, сильный дождик начинается. Не знаю. Такие вот каменные чаши здесь. Камни, 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 вокруг камни, камни, пещерки, ущелья и дождь.
О, тучи такие жестко. Блин, на камеру-то вообще не кажется черным. Мы уезжали от дождя и грозных туч в направлении Гамсутеля. Вокруг была такая нереальная красота, будто мы перенеслись в иную реальность. Тот случай, когда не важна конечная цель, важен сам путь. Именно в нем хранятся все секреты мироздания. Поехали в сторону Гамсутеля. Через 400 метров поверните направо. Такие вот каменные кладки. У них заборы. Просто улица с односторонним движением, что ли? Или это двухстороннее движение просто? По таким горным вот дорогам едем, узеньким, до сих пор. Ты по бездорожью Дагестана. Ой, да. Камеру, как всегда, не показывает. Мы, как в гипнотическом сне, плыли среди величественных скал Дагестана, иногда затаивая дыхание, завороженные магией сегодняшнего дня. За каждым поворотом открывались новые, потрясающие панорамы скал и крутых обрывистых пропастей, невероятной красоты картины, от которых невозможно было оторвать взор. До Гамсутеля сегодня мы так и не доехали. Когда солнце привычным движением скользнуло за горизонт, мы начали искать место для ночлега и наткнулись на невероятно красивое и спокойное место. Здесь сегодня и остались. Ищем место для ночлега. Нашли вот такое вот место. Доброе утро. Поставим чай. Посмотрим, где мы остановились. Такое тихое место. Мы здесь сегодня переночевали. Это вообще... Это вообще просто круть. Я не знаю, это словами не писать никогда в жизни. И тут, короче, такие горы, как будто в Азии, как будто на Бали, как будто пирамидки. Прикиньте. Это такая красота просто. Я вообще не знаю, как мы здесь оказались. Там Сережа проснутый сидит уже. Ой. Да ладно, пусть просыпается.
Место, где мы ночевали. Я запыхалась, потому что залезла на холм, чтобы получше видеть, запечатлеть всю эту красоту. Смотрите, пошли в гору. Как же можно ночевать в таком красивом месте? Обалденном. И не забираться на гору. Дождик идет, как туман. Небольшой дождик. И, конечно же, как же без трав горных. Вот это вот чабрец. Его, конечно же, надо набрать домой. Ну или в дорогу, чтобы кипятить чай. Он пахнет просто потрясающе. Запах просто капец на всю округу. Очень вкусно. Ехали по горам и нашли родничок такой. Сейчас наберем опять воду. То у нас вода вся использовалась уже. Такая вода лежит. Чистая-пречистая. Мы долго не хотели уезжать с этого прекрасного места. После пробуждения провели там еще часа 3 и выдвинулись дальше. Что-то мы уже прибыли. Орел, смотри. Где орел? Вон летят два еще. Фига они огромные. Прикинь. Это не орел. Тем временем дождь усиливался, грунт размывало, дорожное полотно становилось скользким. Вскоре мы наконец-то прибыли в Гамсутель и некоторое время сидели в машине в надежде переждать дождь. Но он даже не собирался останавливаться. Приехали мы в район Гамсутеля. Наняли УАЗик для того, чтобы подняться на гору до Гамсутеля. Довезли нас полдороги. И говорят, а дальше пешком только 500 рублей отдали. Мы говорим, вы нас подождете, пока мы спустимся? Нет, говорит, тут машина будет. Вот сейчас дождь, и там никаких машин нет. Короче, какие-то хитрюги они. Мы идем по таким вот дорогам. 1800 метров надо подниматься на гору по такой дороге.
Поднялись уже целых 100 метров. Капец, облака уже задеваем. И подниматься еще 1700. Решили сократить немножко путь такими тропинками. Блин, снимала. Дождь, экран не срабатывает. Говорила о том, что продолжается наш трип в гору. Таким вот каменным дорогам. В деревню Гамсутель. 1380 метров еще осталось. Блин, только начал запись. Короче, вот Гамсутель, вот дошли. Я все время забываю нажать на кнопку. А там дождь, а там Гамсутель. Вот они мы. Вот там деревня. Куда? Не ходи, пойдем в дом. Это батька. Привет. Это местные ангелы. Короче, сейчас пойдем. Они еще украшали как-то. Там-то. Сейчас пойдем внутрь этого дома. Посмотрите, что. Вот, пожалуйста, как они жили. Это как в этом, в Аркаиме. Это как в Аркаиме, Сереж. Как в Аркаиме. К дому последнего жителя, который умер в 15 году. Только еще. Потом до смерти здесь жил. Прикиньте, вид у человека из окна. Хоба! Всю жизнь вот здесь вот человек. Это своя деревня. Смотрим внутри его дома. Как было. Тут более-менее все видно, да? Так пахнет здесь. Здесь вторая комната еще есть. Здесь не очень все видно. Вот то, что мы до этого видели, я снимала, это был сарай. Я думаю, почему так скотина воняет. А дом, тут даже дверь поставлена это из железа, железная. Это вот уборная. Быстренько покажу. А это вот балкон. У него. Значит, дом-то такой. Вот это дом. А то, блин, конечно, я ничего не могла понять, почему это такие низкие потолки-то, как они доходили, это для скотины был. Даже шкафчик, смотрите, есть. Шкафчик тут был встроенный. Окошки вон. Стеклянные. Там полочки, тут полочки. Красота-то какая. Там еще одна комната. Тут кровать вон стоит. Еще одна комната.
Здесь под типа спальни, что ли, не было. Две шала. Нормальный такой теплый дом. Ну как теплый? Ну как нормальный. Первый этаж это сарайки, короче. А здесь вот дом. И в итоге где-то с балкона вон чайничек нам закипятил. Вот, пожалуйста, вид из балкона. Ходим так, ходим, ходим. И вот так. Пошли. Осторожно там. А там вон Оксана ходит наверху. Собачка тут ходит. Собачка. Мы поднялись на самую вершину. Сейчас буду смотреть, сколько метров над уровнем моря. Но это, блин, очень высоко, капец как. Еще в дождь. Все в дождь. Тут уже провода какие-то мы сделали. Надеюсь, будет другой сейчас спуск. Вот она верхушка Гамсутеля. А это сам Гамсутель. Это мы все вот это поднялись. И теперь мы находимся, прикиньте, выше неба. Потому что вот тут вот гора еще, а здесь уже облака плавают. Вот еще облака везде плавают. А вот на такой верхушке находимся. Серега, как всегда, залез куда-то. И там еще город, ой, село далеко. Ой, еще не фокусируется. Спустились мы с горы насквозь промокшие, но абсолютно довольные и вдохновленные. Телефоны тоже промокли, аккумуляторы сели, и дальше дорогу мы не снимали. А поехали мы в один из древнейших городов мира, в Дербент. А там сразу же направились к знаменитому Каспийскому монстру – экраноплану, проекту Советского Союза. Вот так вот мы доехали. Это знаменитый экраноплан. Лумни. Огромная бандура. Бандурчатая бандура. Вон трактор рядом с ним. Смотрите, какой маленький. Сережа. Та-дам! Каспийское море. Собственной персоной. Привет. Чё? Каспийское море собственной персоной. Это буйное, да? Да. Ну, с ветрами, да, что есть, так есть. А что у тебя сзади находится, солнышко? Собственной персоной.